Этно-шоу Зайниддина. Мультиинструменталист покорил сибайского зрителя. Можно сказать, что современным курильщикам просто насильно заставляют их бросать в связи с тем, что поднимаются цены. Да, цены поднимаются на сигареты, правильно. Правильно, конечно. Спасет ли горожан от вредной привычки поднятия цен на табачную продукцию? WorldSkills по-сибайски. Кто из школьников лучше всех освоил рабочую профессию? А теперь обо всем этом более подробно. Вы смотрите новости в студии Милиш Бердин. Здравствуйте. Смастерить из дерева стул, создать модель элемента одежды, починить машину или искусно сервировать стол. Что еще под силу школьникам? В Сибае выбрали лучших молодых профессионалов города. На первом муниципальном чемпионате молодые профессионалы среди учащихся общеобразовательных учреждений побывали мои коллеги. Рев мотора – признак того, что двигатель завелся. Но прежде чем его завести, участникам чемпионата молодые профессионалы в секции «Юный автомеханик» нужно было выяснить причину неисправности. Это практическое задание после теста, выполняя которое юноши показали, насколько хорошо они разбираются в технике. Мне кажется, для любого парня надо знать, как вообще обращаться с машиной, находить неисправности. В секции «Юный автомеханик» соревновались 11 воспитанников. Всего же в чемпионате приняли участие 84 школьника. Они продемонстрировали свои умения в 7 секциях. Выявлялись лучшие столяры, швеи, повара, модельеры, сварщики, геологи. Я посещаю более 3 лет студию моды при Центре детского творчества. В сегодняшнем чемпионате мы соревнуемся в компетенции швей. Я очень долго к этому готовилась и надеюсь, что у меня получится занять хорошее место. Выступали на показах с теми коллекциями, которые мы шили в студии моды. Мы занимали там хорошие места. Соревнования проходили на базе Центра детского творчества, станции юных техников, Сибайского колледжа строительства и сервиса и Сибайского многопрофильного профессионального колледжа. Не случайно на городском чемпионате были задействованы и средние специальные учебные заведения. Во-первых, у них созданы все необходимые условия для выполнения заданий. Во-вторых, есть большой опыт проведения не только муниципальных, но и республиканских мероприятий по популяризации рабочих специальностей. Сибайский многопрофильный профессиональный колледж к тому же по праву гордится победой своего студента на мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills. WorldSkills широко шагает по стране, теперь и по Башкирии. Вы результаты все знаете. И, конечно, подспорье и первый шаг к WorldSkills – это WorldSkills. Сегодняшнее мероприятие, которое проводится в городском округе города Сибай по нескольким компетенциям WorldSkills, это очень здорово. Значит, есть резервы, есть кому заняться. Значит, и вот на нашей базе проводится WorldSkills по компетенции юный геолог. Ну, а WorldSkills это дальше там гораздо серьезные вещи, на уровне России и прочее. Я думаю, что, городской округ город Сибай, наши школьники, наши студенты внесут весомую лепту подготовки молодых профессионалов нашей республики. Как было отмечено ранее, чемпионат «Молодые профессионалы» среди школьников проводится впервые не только в городе, но и пока в республике не было подобного состязания. Дети бесплатно занимались кружковой деятельностью по 8 компетенциям. И сегодня мы проводим чемпионат для того, чтобы определить самых-самых лучших. И это здорово. В преддверии проведения чемпионата WorldSkills в нашей стране, я надеюсь, что и хороший толчок в развитии данного движения мы получим и на базе учреждений города Сибая. Да, это действительно впервые. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с остальными учебными заведениями. И также планируем провести зональный тур данного чемпионата. Победителем первого городского чемпионата молодые профессионалы в секциях «Юный столяр», «Юный повар», «Юный сварщик», «Занимательная геология» стали гимназисты Иштуган Галин, Аделия Мурзагулова, Ильнур Вагапов, Ринал Тураев. Лучшей среди швей оказалась ученица 6-й школы Алена Волоскова. Среди модельеров из 9-го лицея Ралина Ярмухаметова. Первое место в секции «Юный автомеханик» занял Егор Алиференко.
Не секрет, что сегодня в обществе растет спрос на высококвалифицированных представителей рабочих специальностей. Опытный автоэлектрик или же хороший столяр, можно сказать, на вес золота. Но по результатам сегодняшнего чемпионата можно сделать вывод, что смена растет достойная. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. На днях в Сибае побывал молодой мультиинструменталист, основатель и идейный вдохновитель группы Зайниддин, лауреат и победитель многих республиканских, всероссийских и международных конкурсов Загир Зайниддинов. Он дал свои концерты на нескольких площадках страны. Теперь очередь дошла и до Сибая. Наша съемочная группа не обошла вниманием и это мероприятие. Зайниддин. Этот псевдоним на слуху чуть больше года, но несмотря на столь короткое время, его знают не только в республике, но и далеко за ее пределами. Фестиваль в Горно-Алтайске, Всемирные игры кочевников в Киргизии, Международный фестиваль песни молодежи тюркского мира в Турции, где бы ни выступал молодой мультиинструменталист, везде мероприятия с ним проходят с аншлагом. К тому же композиции Загира Зайниддинова звучат на мировых аренах боев без правил. В Сибае мультиинструменталист со своим проектом выступает впервые. До этого он побывал в нашем городе в качестве артиста балета в составе театра-студии народного артиста Республики Башкортостан и Татарстан Айдара Галимова. На самом деле в команде я не один, у нас целая команда, танцоры, шоу-программа. И первый сольный концерт мы готовим 4 марта в Уфе состоится, там полноценная шоу-программа. И планируем в Сибай приехать с большой сольной программой, это будет в марте месяце, в числах 20-х примерно. Вообще в Сибае очень понравилось, очень публика так хорошо приняла, и я думаю, что в Сибай частенько мы будем приезжать, и, конечно же, с большими концертами. Презентация проекта «Зайниддин» состоялась в начале 2016 года, где звучат старинные народные мотивы в современной обработке на многих музыкальных инструментах, плюс исполнитель использует горловое пение. По словам Загира Зайниддинова, на каждый инструмент он делает отдельную композицию, и все в разных стилях – R&B, поп-музыка, клубная, хаус. Также в шоу включаются и народные, современные и национальные танцы. Именно этим мультиинструменталист уходит от привычного восприятия игры на курае, делая шоу интересным не только любителям и ценителям мелодий на курае, а абсолютно всем. Концертный график Загира Зайниддинова расписан далеко наперед. Так, по планам, у нас очень большие планы. Сейчас мы выезжаем в Казахстан, потом уезжаем в Турцию, выезжаем в Вьетнам, в июне у нас Якутск. Конечно же, в марте, как я уже говорил, у нас планируется целый март, целый месяц гастроли по Республике Башкортостан. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Руслан Кравцов, Гульгина Раскидина, телекомпания СТВ. Меры противодействия употреблению табачной продукции, принятые на законодательственном уровне в России на период 2010-2015 годов, позволили существенно снизить численность курящего населения в стране. 33% взрослого населения в 2017 году против 40% в 2009. При этом никотиновая зависимость остается одной из главных проблем здравоохранения в нашей стране. И сегодня правительством России разрабатывается новая антитабачная концепция, направленная на дальнейшую перспективу. В минувший четверг, Международный день отказа от курения, мой коллега Ринат Музафаров вышел на улицы города, дабы узнать отношение сибайцев к данной проблеме. И как вы относитесь к ужесточению мер по антитабачному закону, собственно? Я только за, а так что у меня в семье никто не курит. Я лично за то, потому что сам не пью, не курю, и другим советую. Лучше не пить и не курить.
А вы сами никогда не курили, не пробовали? Ну, курил я 40 лет и за одни сутки бросил все это. А сколько уже не курите теперь? 6 лет. Пускай он ужесточает. Я думаю, в магазинах надо запретить продавать сигареты. Если запрет в магазинах будет, то больше людей бросит курить. Все сейчас курят, и муж у меня курит тоже. Вы были бы не против, да, чтобы он отказался? Но он хочет тоже. Да, бросит. Вот пытается так-то. Мне кажется, это кто курит, это как-то наоборот отталкивает. Особенно если девчонки стоят, курят там. Я вот такая крутая, курю. А на самом деле, мне кажется, пацаны, вот я даже сверстники, мне кажется, они смотрят. Если курит девчонка, значит уже большой минус, в общем, вот так. Это очень плохая привычка. Ну, конечно, надо каким-то образом, я не знаю, делать так, чтобы люди поменьше курили, занимались спортом, вот, и всячески избавлять их от этой вредной привычки. Я не курил, не знаю, тягу вообще к этому. И вообще не курю. То есть вам непонятно, в принципе? Да, я это не понимаю. Курить это вредно для здоровья. Что еще скажу? Молодежь сейчас все поголовно курят везде. Даже дети идут, матеря идут с колясками и все курят. Это же некрасиво, конечно. А меры как оцениваете? Можно сказать, что современным курильщикам просто насильно заставляют их бросать в связи с тем, что поднимаются цены, как вы? Да, цены поднимаются на сигареты, правильно. Правильно, конечно. Хотелось бы, чтобы курение правительство ограничило доставку курения там в зарубежных странах, чтобы местные были. Так, как и алкоголь в других магазинах продавали бы отдельно все курение, чтобы лицам, которым нету 18, туда не заходили. А вы сами сталкивались с этой проблемой? Нет, я сам не курю. В Сибае запланировано похищение девушки. Для любителей искусства начала декабря запомнится премьеры спектакля «Похищение девушки» по одноименной пьесе народного поэта Башкортостана Мустая Карима, которая была написана в 1958 году. А уже через пару лет состоялась премьера спектакля на одной из театральных сцен Уфы. С тех пор долгое время пьеса неоднократно ставилась во многих театрах, не исключением является и наш город. После многолетнего перерыва башкирская классика снова на сцене. На репетиции побывала и наша съемочная группа. Главные герои – участники любовного треугольника. Красавица Джамиля не отдает явного предпочтения ни одному из двух кавалеров – ни скромному пожарному Мухаммедше, ни самоуверенному Кутлу Ахмету. Потеряв терпение, последний решается на крайнюю меру – выкрасть девушку из родительского дома. И вот тут начинается главная интрига спектакля. Автор весело и с иронией рассказывает о до сих пор царящей в современном обществе веру в силу старинных традиций, когда бытовало мнение, что ни одна девушка не может устоять против героизма похитителя, независимо от того, влюблена она в него или нет. «Похищение девушки» – спектакль о любви, о вере, о преданности своим идеалам, который уже больше полувека не сходит с театральных сцен. На сей раз за ее постановку взялся сторонник яркого и зрелищного театра, режиссер Национального молодежного театра имени Мустая Карима Азат Зиганшин. В жизни у меня получилось, в судьбе моей, что я в первый раз приехал вообще по творческой части в наш, так скажем, Зауралье, как говорят, да, город Сибай. Конечно же, это мои родные края. Во-первых, Сибайский театр славится для меня очень своим таким народным колоритом. Это я еще раз подчеркиваю. И говорил очень во многих журналах, газетах про Сибайский театр очень оптимистично. И нельзя его никаким образом менять, что-то там сочинять, какие-то фантазии. Он должен оставаться таким народным. Недаром говорят, когда я помню, в Академическом театре работал актером, мы приезжали в Баймак на гастроли, и я слышал такие вещи и от своих родных говорили, свой театр, все равно свой театр. То есть они нас не приняли как Академический театр. Это дорогого стоит.
Известный исполнитель, актер театра и кино, заслуженный артист Республики Башкортостан Азат Зиганшин с 2009 года пробует себя в качестве режиссера. За это время его работы ставились в театрах Уфы, Стерлитамака и получили не только достойное признание среди любителей искусства, но и награды на всевозможных фестивалях. В этой связи хочется упомянуть романтическую драму Марьям Буракаевой «Судьба, выбранная мной», режиссером-постановщиком которой являлся Азат Зиганшин. Произведение стало дипломантом Международного театрального фестиваля тюркоязычных народов «Тысяча дыханий. Один голос», который проходил в Турции. «Похищение девушки» же претендует на грант в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Театры малых городов». Я хочу сказать Дамиру Мазичу огромное спасибо за приглашение, огромнейшее просто спасибо и за доверие мне. Вручил всю труппу, это большая ответственность. Мы работаем над спектаклем Мустая Карима, подготовка к 100-летию, в 2019 году 100 лет Мустая Кариму. И спектакль, комедия «Похищение девушки». Это уже такая классика. Тем более здесь, я как понимаю, очень много лет не было этого спектакля, что меня, кстати, удивило. Потому что Казавурла, он уже везде ставился по 2, по 3, по 4 раза. Народ ходит, народ любит. Почему любит? Потому что это его родное. Все знакомое, весь колорит, весь быт, весь фольклор – это все родное. И народ с удовольствием принимает этот спектакль. Хочется добавить, что в спектакле участвует весь творческий состав театра. Использованы сложные декорации, качественное музыкальное оформление. Несмотря на весь масштаб происходящего на сцене, продумано все до мелочей. Сегодня постановка практически готова, а в предстоящие 2 недели актеры будут оттачивать свои роли. Как это у них получится, сибайский зритель сможет посмотреть в первых числах календарной зимы. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. К новостям спорта. Вывести соперника из равновесия, прижать его лопатками к ковру очень тяжело, но только не для воспитанников секции по греко-римской борьбе. Наши юные спортсмены прославляют город многократными победами, неоднократно выступая на региональных и областных состязаниях. Как готовятся воспитанники секции и что нового ожидает их впереди, расскажет Екатерина Марочкина. Когда-то с помощью нехитрых приемов человек, обладающий большей силой, мог лишить своего оппонента жилья, имущества, пищи и даже семьи. С появлением денег и оружия дела стали обстоять иначе. Это стало определяющим фактором, чтобы вознести спорт до уровня искусства. Греко-римская борьба – один из видов полноконтактных единоборств, где гибкость и сила спортсмена являются нужным тандемом для того, чтобы одержать победу. Греко-римская борьба – это один из самых древнейших видов спорта, один из древнейших олимпийских видов спорта. Традиции греко-римской борьбы берут начало еще с Древней Греции. Основная черта нашей борьбы – это мужество, это сила и это уважение. Борьба направлена вообще на полное физическое развитие. То есть, если посмотреть на борца уже состоявшегося, у него плечи пловца, ноги бегуна, руки, как сказать, бодибилдера. То есть у нас работают все группы мышц, в отличие, например, даже от вольной борьбы. Вроде мы близки по родству, но у нас намного физически энергозатратная борьба, поэтому наши борцы греко-римского стиля очень физически подготовленные спортсмены. Процент травматизма у нас на самом деле очень низкий, намного ниже, чем в том же футболе. То есть у нас редко бывают мышечные травмы, редко бывают переломы, потому что борец, когда приходит в зал и получает основу, сначала он учится группироваться, правильно упасть, правильно выполнить прием. То есть ребенок уже даже выходит, когда на соревнования, он уже подготовленный, как и в физическом плане, так и в моральном. Недавно воспитанники Ильи Рахимгулова приняли участие во всероссийском турнире по спортивной борьбе, который проходил в Магнитогорске с 10 по 12 ноября. Они привезли заслуженные 2 и 3 места в своих весовых категориях. Мы ездили в город Магнитогорск, вдвоем с Тимуром заняли места. Соперники были достаточно тяжелые, но мы смогли справиться. Соревнования были классные, там было много людей. Я занял 3 место. Было сложно, но заняли места, 2 и 3. Сейчас ребята активно готовятся к открытому республиканскому турниру по спортивной греко-римской борьбе, который пройдет в Сибае.
На турнир приедут ориентировочно у нас 14 команд из городов Республики Башкортостан, Челябинской области, Оренбургской области и также Республики Казахстан. В данный момент у нас сильнейшие борцы республики собираются. Соответственно, если в данном турнире они одерживают победу, то мы уже вправе рассчитывать на хорошие результаты в чемпионате Республики Башкортостан, который является уже отбором на Приволжский федеральный округ и выше соревнования. То есть, если наши борцы, дай бог, покажут хорошие результаты, то они все шансы имеют попасть в сборную Башкирии и вышестоящие сборные. Спортивные соревнования любого масштаба, помимо повышения уровня мастерства и техники, укрепляют дружеские отношения среди воспитанников спортивных объединений из разных городов, приобщают зрителей и гостей состязаний к занятиям физической культурой, пропагандируют здоровый и активный образ жизни. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И последнее. С учетом погодных явлений последних дней самое время утепляться, и такая возможность представится уже 21 ноября. В Доме молодежи «Мир» состоится выставка продажи шуб «Меховые традиции». Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят? А зачем ждать? Вы легко можете купить ее сами. Магазин по всей России «Меховые традиции» заботится о том, чтобы любая женщина могла позволить себе покупку шубы. Для этого не нужно долго копить деньги, сильно экономить на себе или переплачивать огромные суммы по кредиту. Мы предлагаем взять шубу в рассрочку без переплаты и первоначального взноса. Стоимость шубы со временем не увеличится, проценты банку вам платить не нужно. А если удастся погасить рассрочку раньше срока, то стоимость шубы для вас получится еще меньше. Приходите на выставку «Меховые традиции» и выбирайте из 1000 шуб. Из меха норки, овчины, нутрии, каракуля, бобра, королевского рекса, енота, лисы, а также модные жилеты, дубленки и шапки. Также на выставке представлены новинки сезона 2018. Для настоящих ценительниц эксклюзива шикарные, благородные и изысканные шубы из норки Black Lama, производства Греции. А для модниц, которые следят за последними тенденциями моды, демократичные парки с меховыми отделками самых разнообразных цветов, от розового до хаки. Высокое качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами. Каждое изделие имеет чип, а на некоторых можно найти красный ценник со скидкой до 70%. Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят. Просто приходите и купите шубу своей мечты. 21 ноября в Сибае. Дом молодежи «Мир» с 10 до 19:00. И это все новости сегодняшнего дня. Отличных и плодотворных вам выходных.